Сәлем оқушылар. Бүгін орыс тілі сабағынан 29-шы сабақты өтетін боламыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз музей искусств. Упражнение первое. Посмотри видео «Музей искусств». Расскажи, какие залы есть в музее. В музее есть залы декоративно-прикладного искусства, изобразительного искусства, отдельный зал Абдулхана Қастеева. Яғни бұл видеода Абдулхан Қастеев атындағы музей туралы көрсетілген. Упражнение второе. Разыграйте диалог. Ребята, сегодня вы были на экскурсии в Государственный музей искусств Республики Казахстан. Расскажите, что вы узнали? Я узнал, что музей носит имя народного художника Казахстана Абдулхана Қастеева. В залах музея можно увидеть портреты, натюрморты, пейзажи. Я запомнил зал художника Абдулхана Қастеева. Там много его картин. Мне понравился зал декоративно-прикладного искусства. Мы видели предметы из войлока, вышивку на одежде, ювелирные изделия, ковры. А еще в залах мы видели интересные скульптуры. Найдите слова в орфографическом словарике. Напишите в тетради правильно. Проверьте работу одноклассника или одноклассницы. Портрет, искусство, архитектура, театр, одежда, пейзаж, картина, живопись, альбом. Упражнение четвертое. Послушай текст. Что ты узнал об Абдулхане Қастеева? Абдулхан Қастеев – первый профессиональный казахский художник. Абдулхан с детства умел видеть красоту в деревьях, камнях. Он вырезал фигурки людей и животных из дерева. 15 лет стал писать картины. Абдулхан Қастеев много картин посвятил нашей родине. Упражнение пятое. Рассмотрите картины Абдулхана Қастеева. Определите, где пейзаж, а где портрет. Напишите в тетради. Я думаю, что картина Жамбыл Жабаев – это портрет. Я думаю, что картина «Цветущие яблони» – это пейзаж. Упражнение шестое. Опишите картины Қастеева. Используйте слова подсказки. Расскажите одноклассникам. Послушайте их ответ. На картине изображен Акын, который сидит в юрте. Он играет на дамбре. Одет он в национальную одежду – шапан и бурик. На картине изображена весна. Видны высокие горы и цветущие деревья. На деревьях распустились белые цветы, а земля покрыта зеленой травой.